Привет, земляки! Многие привыкли считать, что понедельник – день тяжелый. Может быть и так, но только не для тех, кто начинает его вместе с нами. В эфире информационно-развлекательная программа «Студия-11». Успев за выходные напитаться энергией весеннего солнца, мы спешим поделиться с вами зарядом бодрости на грядущую неделю. Что интересного нас сегодня ждет, узнаем прямо сейчас. Хотим шашлык. Что сделать, чтобы избежать негативных последствий от жареного мяса? Быстрее, выше, сильнее. Расскажем о самых спортивных ребятах республики. Работа сообща – великое дело. Восстановление музея в прилузском селе Ношуль. Жителям республики уже не терпится открыть сезон шашлыков на природе, в связи с чем врачи предупреждают, готовиться к пикнику следует за 1-2 дня. В частности, рекомендуется увеличить в рационе количество блюд из капусты. В продукте есть вещества, которые активируют ферменты, снижающие канцерогенное воздействие зажаренного мяса на организм. Кроме капусты, потребление шашлыка и мяса вообще всегда нужно сопровождать большим количеством любой зелени, подчеркивают специалисты. Отмечается, что зеленые продукты блокируют негативное действие гема, того самого, который придает красный цвет мясу и крови. В общем, чтобы отдых на природе прошел без негативных последствий, не забудьте заранее продумать свою продуктовую корзину. Ешьте вкусно и с пользой, и будьте здоровы! Готов к труду и обороне. Буквально вчера в Коми завершился региональный этап Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, где свою силушку продемонстрировали ребята спортивных профессиональных организаций и организаций высшего образования республики. Все мероприятия комплекса ГТО проходят в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Его цель – популяризация активного образа жизни и привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Мой коллега Артемий Барсуков попробовал сдать нормативы. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что такое ГТО? ГТО – это Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, который направлен на воспитание здорового поколения, на физическое воспитание населения нашей страны. Как развивается это направление в Республике Коми? В Республике Коми постоянно проходит прием нормативов и испытаний комплекса ГТО. Все желающие могут выполнить, получить свой заветный знак. В 20 муниципальных образованиях Республики Коми у нас функционируют центры тестирования ГТО со своими уникальными специалистами, которые готовы помочь каждому, кто решил встать на спортивный путь, так сказать. Ты упомянул знак ГТО. Что это такое, для чего он нужен и как его получить? Часто задаваемый и, конечно же, интересный вопрос. Я обычно на него отвечаю так: не зачем нужен комплекс, а для чего? Для проверки своего тела на прочность, какой-то внутренней мотивации к занятиям физической культуры и спорта. Ну, конечно, есть небольшие бонусы у нас, которые действуют в Республике Коми, то есть это скидки в некоторые спортивные учреждения для посещения. Выпускникам действуют дополнительные баллы для поступления в вузы. Есть ли какие-то нововведения в этом общероссийском движении ГТО? Одно из главных последних событий – это 28 марта наш идейный вдохновитель и главный куратор всероссийского проекта «Готов к трудообороне» Александр Андреевич Карпов представил всей России новые обновленные нормативы, новые обновленные ступени. Раньше их было 11, сейчас ступеней у нас стало 18. Увеличено требование к выполнению для получения золотого и серебряного знака, и на 2-3% уменьшено требование к получению бронзового знака. Подскажи, как стать обладателем этого заветного знака ГТО? Все по пунктам. В первую очередь это регистрация на всероссийском портале gto.ru. Там вы получаете свой номер УИН, это как серия номера паспорта в жизни, только номер ГТО. Второе по пункту – это сходите и получить медицинский допуск. В каждой поликлинике знают о медицинском допуске, о его форме и идут навстречу и помогают с этим, то есть получить эту медицинскую справку. И третий, самый простой уже шаг, наверное, простой и сложный. Прийти на выполнение испытания по графику центра тестирования и показать, на что способен. Да, ты так сказал, что он прям простой. 18 целых ступеней. Ну, это как бы у кого-то, то есть для каждого по одной ступени. Их 18, потому что разделены по возрастам. У каждого своя одна. А я смогу сдать какую-нибудь норму? Прямо сейчас? Одно из испытаний у нас, которое постоянно не меняется, которое есть во всех нормативах, это проверка гибкости. Сегодня будет возможность у нас проверить свою гибкость на тумбе. Сейчас мы это с вами попробуем.
Чтобы вы понимали, друзья, моя гибкость, сопоставима с гибкостью арматуры. Сейчас мы это увидим. Александр, получилось ли у меня сдать эту норму? Конечно, говорить нужно честно. потренироваться еще, и мы вас ждем на нашу подготовку к тренировкам ГТО. Друзья мои, я старался, я обещаю, что буду стараться лучше. Вторая половина – это человек, с которым мы делим самые теплые чувства, радость и счастье. Впрочем, иногда любовь для одного из пары постепенно превращается в клетку. Человек полностью растворяется в своем партнере, перестает контролировать чувства, теряет в отношениях собственное «я». Такую связь психологи называют созависимостью. Финал у подобной истории в большинстве случаев отнюдь не радужный. Созависимый союз либо обречен на несчастное будущее, либо на распад. В чем причина созависимости и как ее вылечить, Евгения Гладкевич узнала у специалиста. Оксана, для начала, пожалуйста, расскажите, что же такое созависимость? Созависимость – это патологическое состояние, которое характеризуется поглощенностью, эмоциональной, физической или социальной зависимостью. То есть созависимый человек, он сконцентрирован не на себе, не на внутреннем, а на внешнем. Как распознать созависимого человека и кому больше свойственна эта созависимость? Для начала, наверное, тогда стоит обсудить, мужчинам все-таки или женщинам. На самом деле нет такого четкого разграничения, кому более свойственно. Но чаще обращаются с созависимыми отношениями женщинами, потому что они более эмоциональны, чем мужчины. Созависимость вообще проявляется следующими симптомами, так сказать. Во-первых, у созависимого человека нет своего «я», то есть ему сложно концентрироваться на себе, у него присутствует местоимение «мы», то есть он хочет со своим партнером прямо слиться. Во-вторых, у него размытые границы в отношениях, то есть можно сказать, что их практически нет. Следующий момент – созависимый человек боится остаться в одиночестве. Ему сложно оставаться с самим собой. Если психологически здоровый человек в здоровых отношениях может принять себя, и ему комфортно как с партнером, так и без него, то для созависимого это прямо целая катастрофа. И поэтому мы часто видим людей, которые при расставании очень быстро находят других партнеров, потому что одиночество для них ужасно больно. Почему может создаться такое впечатление, что созависимые люди живут как будто бы счастливой жизнью? Так ли это? Потому что существует такое понятие, когда люди существуют в паре, мы одно целое, мы так друг друга любим, мы ни насколько не можем расстаться и не хотим расставаться. И это воспринимается как любовь. В этих отношениях у партнеров отсутствует свобода, то есть у них свободы абсолютно никакой нет, потому что созависимый человек, он начинает полностью контролировать своего партнера, где тут находится, ответил, не ответил на звонок, опоздал, пришел на 5 минут позже. И в этих отношениях такого счастья и умиротворения просто быть не может, потому что созависимому на самом деле нужны эти эмоции отрицательные, которые ему дает второй партнер. Им как раз в этих отношениях получается комфортно, то есть на подсознательном уровне. Хотя они и несчастны. Да. И просто наш мозг устроен так, что ему пусть будет лучше привычно, но стабильно, пусть это будет плохо, но стабильно, привычно, чем что-то менять. И поэтому так часто нам непонятно, как женщина живет с алкоголиком, он ее избивает, и она не уходит, потому что ей так привычно, видимо, в ее детской семье было что-то похожее. Почему все-таки созависимыми становятся? Здесь 100% корни из детства. То есть здесь либо была деструктивная семья, когда кто-то из членов семьи был зависимым, чаще всего это алкогольная или наркотическая зависимость,
когда человек уже рос в таких вот отношениях, все подчинялось зависимому, то есть на первом месте стояли интересы зависимого человека, либо больного человека, да, кто-то, может быть, люди с инвалидностью или психические расстройства у родственника были. И человек уже привыкает с детства в этом жить. Он не способен заботиться о себе, ему нужно заботиться о ком-то. И это могут быть семьи, где дети не получили достаточно любви, не получили безусловного принятия. Есть ли шанс на исцеление? Что делать? На самом деле от созависимости избавиться достаточно сложно, так же, как и от зависимости, от любой зависимости. Здесь нужна очень сложная, долгая работа, но это возможно. Здесь могут помочь специалисты. Нужно обязательно проработать травмы детства для того, чтобы не перекладывать потом, не проецировать их на своего партнера. Большая сложная психологическая работа должна быть проведена. Разобраться можно только со специалистом. Самостоятельно человек вряд ли что-то сделать может. К сожалению, да, то есть все равно, что самого себя из болота за волосы тянуть. Вот. Но зато, если проработать все вот детские психологические травмы и установки, жизнь как будто бы начинается сначала. То есть люди начинают жить новой жизнью, где они имеют право на существование, где важны их собственные интересы и потребности. Спасибо большое, Оксана. Дорогие друзья, если вы себя вдруг узнали в описании созависимого человека, не пугайтесь, не расстраивайтесь, есть решение, можно все исправить. Главное вовремя обратиться к знающему человеку. Сохраните историю во что бы то ни было. Жители села Ношуль, что находится в Прилузском районе на юге республики, своими силами восстанавливают здание высшего начального училища имени цесаревича Алексея, построенного в далеком 1911 году. Сегодня его просто называют Алексеевское училище. Виктория Палкина прикоснулась к старине. Легендарная лестница, которой больше 112 лет. Эти ступеньки еще помнят шаги тех, кто строил деревянное двухэтажное здание. Кстати, сегодня только эта лестница осталась неприкосновенной. Остальное здесь уже поменяли – потолки, полы, окна. Еще до 2014 года здесь шли уроки. После того, как обвалился потолок, здание признали аварийным. Но сельчане не дали ему просто уйти в историю. Практически с 2015 года занимаемся постоянным восстановлением данного помещения. Это объект культурного наследия Республики Коми, который мы постепенно за счет разных грантов превратили практически в социально-культурный центр. Основным держателем сегодня является здесь наша модельная библиотека, расположено помещение для Совета ветеранов, клуба рукодельницы, Совета инвалидов и для проведения различных мероприятий. Основные залы, которые сегодня у нас есть, мы их постепенно переоборудуем под выставочные комнаты для Краеведческого музея села Ношуль. Летом 2023-го вот в этих помещениях, которые сегодня больше похожи на хранилище старинных вещей, планируют провести ремонт. И тогда местный краеведческий музей станет больше на один выставочный зал. Пока же здесь можно посмотреть на школу прошлого, а еще послушать граммофон. Все ношуляне у нас вот за это здание. Это здание, вот это, вы знаете, это здание это построил еще мой дедушка, когда еще был молодой. От этой истории уже никуда не деться. Стоит в центре села, радует глаза. А еще Краеведческий музей – это часть туристического маршрута. Всего их 10. Уже на въезде в село гостей встречает первый арт-объект. И таких в селе много. Здесь и памятник Великой Лузе, и старая пристань. Жители Ношуля – это тот самый пример, когда любовь к малой родине куда больше, чем финансовые проблемы и отсутствие свободного времени. У них время любить и сохранять свое село есть всегда. Наш парящий в информационном потоке авиалайнер берет паузу и спускается на землю для небольшой подзарядки, чтобы с новыми силами взмыть в эфирные просторы. Совсем скоро увидимся, не переключайтесь. С
Здравствуйте, друзья! Студия 11 уже успела соскучиться по вашим улыбкам. Продолжаем радоваться началу недели и подкреплять свой багаж знаний интересными новостями. О чем пойдет речь во второй части нашей программы, расскажу в анонсе. Голосуем за комфорт. Как гражданская активность меняет облик городов. Аллергия на весну. Можно ли избавиться от реакции на пыльцу и цветение? Детали со вкусом. Солистка театра оперы и балета Коми Анастасия Марараш готовит душистый молдавский суп. С 15 апреля по 31 мая жители 8 городов и сел Коми могут поучаствовать в развитии своих населенных пунктов. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» жители Воркуты, Жешер, Таемвы, Инты, Печоры, Сосногорска, Усинска, Ухты и Сыктывкара могут проголосовать за тот или иной объект или общественную территорию. Проекты победителей реализуются в их городах уже в 2024 году. Благодаря проекту под названием «Формирование комфортной городской среды» уже появилось немало красивых и уютных уголков. Доказательства в нашем следующем сюжете. У любого города, впрочем, как и у человека, есть свои отличительные черты и особенности. Это могут быть знаки, например, на домах или общественные пространства. Благодаря таким вещам мы понимаем, что прямо сейчас находимся, например, не в Оренбурге или в Самаре, а в Сыктывкаре. Осенью прошлого года в столице Республики Коми был открыт новый сквер. В народе его называют сквер у храма. Таким он был. Сейчас, конечно, здесь находиться гораздо приятнее. Качели, велопарковка, светильники, ну и, конечно же, урны. Этого всего здесь явно не хватало. Благоустройство сквера у собора было определено с помощью народного голосования еще в 2021 в рамках проекта формирования комфортной городской среды. И вот сегодня он стал самым настоящим местом притяжения для молодежи, мамочек с колясками, да и просто проходящих мимо людей. Новаторством в сфере сыктывкарского благоустройства стали такие скамейки-шайбы. До этого максимально интересных мест для того, чтобы посидеть в столице Республики Коми, просто не было. Но отличает их не только форма от привычных скамеек. Обратите внимание, как интересно они украшены. Это коми-зырянский алфавит. Декор, созданный по задумке представителей СГУ имени Петерима Сорокина, гармонично вписался в пространство. Университет и мэрия сотрудничают уже не в первый раз. Педагоги и студенты прописали дизайн качелей на новой площадке у Сыктывкарского бассейна. Обновленное пространство у часов стало визитной карточкой столичного центра. Скажите, пожалуйста, как вам это вот пространство около бассейна? Нравится, не нравится? Что бы добавили? Неплохо, хорошее пространство. Лишь бы только как торговля организовывает, потом не запачкали все. Не захламляли ничего. Да, не захламляли. А так оно очень хорошо. Чисто, с детьми приятно вокруг проходить. У меня старший ходит в бассейн, мы его ждем в комфортных условиях теперь, наконец-то. Я тут почти не бываю, поэтому не могу ничего сказать. Ну, красиво ведь. Ну, в принципе, да, красиво. Главное, что не грязно ходить можно. Тротуары хорошие. Очень хорошо построили тут. Качался на качелях? Да. Качался. Какие больше всего нравятся? Маленькие, потому что там можно сильнее раскачаться. Вместо старого асфальта – гранитные дорожки. Это не только вопрос чистоты, но и долговечности. Появились здесь и места для взрослого и детского отдыха. Кроме того, в рамках программы площадку озеленили. Красивых мест в Коми становится все больше, и это не может не радовать. И наша с вами задача сохранить все в таком виде, в котором сдали эти места в эксплуатацию. Давайте будем бережно относиться к тому, что у нас есть сейчас, и кто знает, возможно, лет через 50. Сыктывкар станет самой комфортной столицей России. Снежок почти растаял, и уже начинают появляться первые росточки на деревьях. Для одних оживающая природа и появление цветов – повод для радости. Другим же весна приносит слезы, в прямом смысле. Ежегодно в период цветения многие жители начинают испытывать дискомфорт в дыхательных путях в связи с обострившейся аллергической реакцией на пыльцу и цветение. Что такое полинос и можно ли его вылечить, нам рассказали накануне. Владимир, рада видеть вас у нас в студии. Давайте начнем с определения. Полинос, простыми словами, что это такое?
Поленоз – это группа сезонных заболеваний, причиной которых является аллергия у человека на цветение растений или деревьев. В народе ее еще называют аллергия на весну, насколько я знаю. Да, действительно, и такое название имеет место быть. Хочется отметить, что у нас в стране выделяют 3 пика цветения или так называемого пыления растений и деревьев. Первый пик у нас приходится на вторую половину апреля-май, когда цветут деревья чаще всего. Это береза, ольха, орешник, например. Второй сезон пыления у нас это июнь-июль. Как правило, в это время цветут злаковые травы, овсяница, тимофеевка, ежа сборная, например. И третий пик пыления растений приходится у нас на август-сентябрь месяц. Как правило, в это время цветут сорные травы, такие как полынь, лебеда. Для южных регионов чаще всего еще характерно цветение амброзии, которое часто дает явление поленоза. Эта аллергия, она появляется спонтанно или с самого рождения, так скажем, у человека присутствует? Что касается возраста, то дебют заболевания чаще всего приходится на период от 10 до 40 лет. То есть в любой, и в 25, и в 35 может вот такая аллергия открыться? Совершенно верно. То есть в любом возрасте человек может заболеть данным заболеванием. А если о симптомах говорить? Симптомы у нас могут затрагивать как и со стороны кожи, со стороны дыхательной системы, и также затрагивать желудочно-кишечный тракт. Но чаще всего пациенты обращаются с жалобами на заложенность носа, чихание, зуд, водянистые выделения из носа. Данные жалобы появляются у пациентов в один и тот же сезон. Можно ли поленоз вылечить или только купировать симптомы будет удаваться? Основные методы терапии поленоза у нас заключаются прежде всего в элиминации аллергена, то есть если есть возможность, мы рекомендуем пациенту выехать из данного региона на определенное время. В таком случае симптомы поленоза могут пройти без лечения. Следующий вариант лечения – это, конечно, соблюдать меры предосторожности, то есть обязательно после прогулки приходить домой и принимать душ, менять одежду, в которой человек находился на улице. Если на улице сухая ветреная погода, то закрывать дома окна. Прежде всего, это обеспечит пациенту отсутствие пыльцы в доме. Если все-таки ситуация такая, что необходимо проветривать квартиру, то мы рекомендуем 6-слойные марли хотя бы на окна одевать. Чаще рекомендуем также совершать прогулки после дождя или более влажную погоду, когда пыльцы минимальная концентрация в воздухе содержится. И основной метод лечения – это аллерген-специфическая иммунотерапия. То есть аллерген, например, той же самой березы в малых дозах вводится человеку либо в виде уколов под контролем врача-аллерголога в стационаре или аллергокабинете. Это могут быть таблетки для рассасывания во рту, это могут быть подъязычные капли. В таком случае, если мы говорим о таблетках и каплях, пациент их может принимать дома, но опять же быть на связи со своим лечащим врачом-аллергологом. На самом деле здорово, что можно полностью так вот от аллергии избавиться. Перекрестная аллергия при поленозе, что это такое? Перекрестная аллергия, мы о ней говорим в том случае, если, например, у пациента при употреблении каких-либо продуктов в сезон цветения деревьев появляются аллергические реакции, например, в полости рта. То есть накладывается. Орально-аллергический синдром. Это все объясняется тем, что, например, продукты, содержащие косточку, содержат в себе один и тот же аллергенный белок, как и у березы. Соответственно, человек, например, употребивший персик в период цветения березы, может почувствовать неприятные симптомы во рту. Зуд во рту, ощущение, будто бы у него горло чешется, пациенты так еще говорят. То есть это так называемая перекрестная аллергия. Поэтому на период цветения деревьев или растений определенных мы пациенту назначаем гипоаллергенную диету с исключением определенных продуктов, которые имеют перекрестные реакции, например, с той же березой или с амброзией. То есть любым из растений. Ну, все перечислять вас просить не буду, но буквально несколько. Интересно даже. Это какие продукты? Вот, например, если мы говорим о цветении березы, то все продукты, содержащие косточку, мы пациенту на период цветения рекомендуем исключить из своего рациона. Но часть пациентов, к сожалению, страдает перекрестной аллергией пищевой и вне сезон цветения. Тогда такие пациенты исключают продукты на весь период года. На весь год исключают. То есть постоянно они их не употребляют. Спасибо вам большое за информацию, и всем нашим телезрителям хочется пожелать крепкого здоровья. Владимир, благодарим вас. Всего доброго.
Как часто вы экспериментируете на кухне? Бывает? Готовы пробовать что-нибудь новое? Ну, тогда вперед! Сегодня в нашем телеменю молдавское блюдо, легкое, ароматное, немного острое. Шеф-повар, солистка театра оперы и балета Республики Анастасия Марараш. Молдавскую кухню, которую часто называют стандартом здорового образа жизни, она любит с детства. Фриптура, мамалыга, плацинда. Что это такое, узнают зрители телепроекта «Детали со вкусом» в вечернем эфире. А мы расскажем о самых веселых моментах кулинарной программы. Легкая, непринужденная, обаятельная Анастасия Марараш на кухне чувствует себя так же свободно, как и на сцене. Тем более готовит блюдо, которое обожает вся семья – суп из курицы с чесноком и мукой. В домашнее меню его включил отец артистки, молдаванин по национальности. По словам дочери, он талантливый кулинар. Сама же Анастасия Марараш частенько ест не дома, а в театральном буфете. Что ешь на работе? Чем перехватываешься-то? Что попадется? Нет, не что попадет. Все равно приходится и за фигурой там иногда следить. И иногда, потому что бывает такая работа затратная, что там не важно, что ты ешь. Сладкое или мясо, или пирожок какой-нибудь скушаешь. Лишь бы были силы. Ну, вообще, вот я, насколько знаю, что оперные певцы должны хорошо питаться, кушать, да, чтобы было... Конечно. Это связано как-то вот с певчеством. Это физически затратная работа. Поэтому кусок мяса обязательно съесть. С самого рождения, так рассказывает мама Анастасии, дочь не плакала, а пела. Поэтому вопроса, какую она выберет профессию, никогда не возникало. Анастасия Марараш – настоящий огонь, как и острый суп, который готовит для зрителей. Говорит, если что-то взбредет в голову, то нужно действовать молниеносно, здесь и сейчас. Это касается и малых дел, и больших. Ты иногда берешься за дело и даже не понимаешь, насколько оно сложно. Я сейчас говорю про вокал, когда тебя спрашивают, возьмешься за эту партию? Да, конечно, давайте. Открываешь ноты, ты понимаешь, что там столько количества нот, допустим, мелких колоратур, с которыми так надо поработать. У тебя сопрано. Колоратурные. Колоратурные. Что это значит? Расскажи нам, обычным людям. Это высокая сопрано. Пока идет общение, варится куриный бульон. По выражению ведущего Северина Арпа, суп они сначала собрали, а потом разобрали, выловив луковицу и лавровый лист. Лавр сделал свое дело, да. Лавр может уходить. В бульон добавляют микс муки и чеснока. Посмотрите, чем-то напоминает суп-пюре. Разговор заходит о фигуре. Нужно ли следить, как солистка театра оперы и балета поддерживает физическую форму. Анастасия Марараш отвечает, что без занятий фитнесом артисту, конечно, не обойтись. Например, выходить куклой Олимпией в сказках Гофмана и стоять до своего пения 15 минут в неподвижном виде – это сложно, а потом еще и петь. Пошаговый видеорецепт молдавского супа смотрите в программе «Детали со вкусом» сегодня в 20:00 на Юргане и завтра в 17:45 на ОТР. На сегодня наша программа подошла к концу. Наполнив себя хорошими эмоциями, ворвитесь в эту неделю и делайте свою жизнь ярче с каждым новым днем. А мы с радостью вам в этом поможем. В эфире была программа «Студия 11». Увидимся завтра. Пока-пока.